День Конституции жители республики отмечают уже больше 3 десятилетий. Именно столько Ингушетия живет, опираясь на основной закон, принятый в феврале 1994 года. Конституция, составленная от лица народа, сегодня не просто фундамент для всей правовой системы региона. Большую лепту внес туда, можно считать, что и автор этой Конституции профессор Мурат Кериков. Он потом стал первым председателем парламента Республики Ингушетия. Поэтому вот именно и Конституция явилась как бы фундаментом для дальнейшего строительства нашей республики. Конституция принималась общенародным голосованием, и чтобы жители республики имели возможность ознакомиться с проектом документа, его по решению Конституционной ассамблеи опубликовали в газете «Ингушетия» 13 ноября 1993 года. Поэтому можно смело утверждать, что основной закон региона – труд всего народа. Постоянно приходилось учитывать меняющуюся действительность, окружающий мир. Все менялось. И в связи с войной, и с беженцами, все менялось постоянно. Приходилось, какие-то министерства уходили, какие-то назначения делали, формировали новые и так далее. И, короче, приходилось, не успевая даже записать, приходилось уже и менять. Принятие Конституции совпало с еще одним значимым событием в политической жизни Ингушетии. 27 февраля 1994 года состоялись первые выборы в Народное собрание республики. В это сложное время парламентарии сумели наладить работу с народом и начали решать его проблемы. Парламент республики является постоянно действующим представителем и единственным законодательным органом Ингушетии. Сегодня принимаемые законы, они полностью 100% соответствует Конституции нашей республики и соответствующей области федеральным законам. Основа политической системы – гарантия свобод общества и личности, принцип разделения властей. С тех пор, как Конституция Ингушетии вступила в силу, началась новая история нашего народа. Конституция – это важнейший атрибут государственности. Нет Конституции, нет республики. Были, короче, разные позиции даже относительно того, какая должна быть эта Конституция. Одно дело, что она должна быть, а вот как правильно или лучше записать, оформить, скажем, какие-то функции государства, парламента, правительства. Ну, интересно. Вот тогда я понял, что юриспруденция – это вещь классная. Конституция Ингушетии состоит из 2 разделов, 11 глав и 114 статей. В документе установлены основы конституционного строя. Ингушетия – первый субъект страны, принявший Конституцию после Российской Федерации. Тамара Хашагульгова, Магаз 24.